В неведомственной охране Росгвардии 68 лет. Не так много по историческим масштабам, но эти годы вместили целую эпоху радикальных перемен. Поздравил сотрудников службы Идрис Ижиев. Получение оружия и утренний развод. С этого начинается рабочий день Росгвардии. Военнослужащим выдают табельное оружие. Работа опасная, поэтому экипировка соответствующая. Построение личного состава и патрулирование. За каждым экипажем закреплен определенный участок. 24 часа в сутки оперативная группа должна быть готова выехать по первому сигналу дежурного. Центр оперативного управления сердца отдела вневедомственной охраны. Именно сюда поступают сигналы тревоги с охраняемых объектов. От оперативности сотрудников этого отдела зависит, насколько быстро дежурный экипаж прибудет на место. Охраняемого объекта по ОО-2 поступил сигнал тревога. Выезд разрешаю. Принял, выезжаем. Не прошло и нескольких минут, как рабочую тишину разрывает сигнал. Тревога на одном из объектов. Группа мгновенно реагирует. На подготовку всего несколько минут. В первую очередь, вневедомственная охрана отвечает за безопасность на стратегических и социальных объектах, включая органы госвласти. На такой объект и выезжает экипаж. Отработки этих действий мы производим регулярно. Бывают ложные вызовы, то электричество потухло или такие вызовы. А так отработки у нас регулярные. По плану учебных тренировок мы регулярно проводим учебные тренировки с группой задержаний. И они отрегулируют их четко. Работа у нас нелегкая. Бывают выезды, опасные выезды бывают. И к тому же у нас происходит ложные вызовы, так что любое время у нас группа задержания должна быть боеготовности. Наравне с мужчинами не меньше вклад на такой ответственной и трудной работе вносят и женщины. Фарида Ахильгова, специалист со стажем, переехав из другого региона на родину, она уже несколько лет несет службу в рядах вневедомственной охраны. Я занимаюсь осуществлением учета, контроль, хранение документооборота полностью поступившей корреспонденции. В вневедомственной охране я работаю уже около 2 лет. Приехала с другого региона, до этого работала в Министерстве внутренних дел. И скажу, что сейчас как раз-таки я нашла себя в том направлении, где бы мне хотелось бы себя видеть и в дальнейшем. Вневедомственная охрана образована 68 лет назад. Сегодня сотрудники отмечают свой профессиональный праздник. Хочу поздравить весь личный состав сотрудников УВО с 68-й годовщиной образования вневедомственной охраны, пожелать семьям, близким здоровья, успехов, благополучия. Дай Бог, чтобы все сотрудники всегда домой приходили и приносили домой радость после работы. Успехов их работе, плодотворной работы, чтобы у них было в работе все прекрасно, чтобы не было больших казусных проблем у них. И желаю успехов. Для простого зрителя задержание подозреваемых напоминает блокбастер, а для сотрудников вневедомственной охраны это рабочие будни. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.